«Голос Крыма» має бути в эфире, в рамках которого мы обсуждаем в том числе основные события и основные новости, которые появляются в информационной повестке дня. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдар Муштапаев. Салям алейкум, салям алейкум. Ну, мы начнем. Конечно, мы продолжим обсуждение темы вчерашних облав в Крыму. Ну и, соответственно, будем обсуждать все вокруг этого, все вокруг Крыма, как обычно. Спасибо, что смотрите нас, спасибо, что шерите это видео, спасибо, что пишете, участвуете в акциях Save ATR, «Голос Крыма» має бути в эфире. Продолжайте это делать и дальше. Мы на самом деле серьезно боремся, и я уверен, что победа все равно будет за нами. Вот, но нам нужно не ослаблять солидарности, помогать друг другу. Есть наша страница в Facebook, в YouTube, есть страница на Patreon ATR, где можно оказать поддержку, чтобы помочь каналу продержаться в тяжелые дни. Вот, Гульсум продолжит. Ну и вы можете звонить к нам в студию на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Выкладываем все наши программы. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших программ. Подписывайтесь, будьте с нами. А эфир мы начнем с вчерашней новости и продолжим ее обсуждать. Как известно, вчера оккупанты ранним утром пришли с массовыми облавами в дома крымских татар, в результате чего задержали 6 наших соотечественников и всех обвинили в терроризме. Я предлагаю посмотреть сюжет о том, как это все происходило, и начать с адвокатами и с активистами, которые будут подключаться к нашим эфирам, уже обсуждать эту новость. Чергова акція залякування. Окупанти вдерлися до осель кримських татар за 7 адресами в Бахчисараї, Сімферополі, Білогорську, в Севастопольському та Совєтському районах. О 4-й ранку ФСБівці під прикриттям Росгвардії нишпорили в оселях Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Ернеста Ібрагімова, Лінура Сейдаметова, Яшара Шихаметова та Абдулбарія Махамадамінова. Серед затриманих мешканець Бахчисараю, який сповідує іслам, Олег Фьодоров. Затримані підтримували бранців Кремля, регулярно відвідували співвітчизників на судилищах, а Азамат Еюпов навіть брав участь в акції протесту на Красній площі Москви в 2019 році. Продовж майже 3 годин окупаційні силовики нишпорили в усіх кімнатах і підкидали так звані заборонені в Росії книжки. Все це під наглядом своїх же свідків, які тільки схвально кивали ФСБівцям. Правозахисники називають акцію черговим залякуванням незгодних з окупацією. Эрнесага Аллахайма нет у нас. Что он делает? Потом он идет на мать, и он как бы говорит, а давайте, говорит, еще, я говорит, хочу наверху там посмотреть. Я говорю, а что там, говорю, наверху смотреть? Я говорю, вот сюда на лестницу поднимись, говорю. Вот мы, говорю, когда ходим, у нас здесь видно, говорю, что у нас, что на этой шкафу, что на том никогда ничего не было. Вот, и они что делают? Они вот на тот шкаф, говорю, там вот видно прям пыль была не убрана. И там на шкафу лежат такие подкинутые книги. То есть, вот, это полный абсурд просто. Он активно посещал судебные процессы в Симферополе и в Ростове-на-Дону над крымскими татарами. Был неравнодушен к тому, что около 200 детей растут сиротами при живых отцах, поэтому принимал активное участие в работе крымского детства, в организации мероприятий для детей-политузников. Затриманих бранців відвезли до окупаційного управління ФСБ в Сімферополь. Їм традиційно закидають тероризм та вже обирають запобіжний захід. Водночас ФСБівці виклали відео затримання на Кавказі начебто прибічників забороненої в Росії ат-Такфір валь-Хіджра. На кадрах патрони, рушниці, автомати та пояс смертника. Пропагандистські ЗМІ почали активно поширювати прес-реліз окупантів, що і у Криму начебто затримали прихильників цієї організації. Як повідомили у Кримській солідарності, до сьогоднішніх обшуків в будинках кримсько-татарських і мусульманських активістів, яких силовики переслідують уже 7-й рік, це не має ніякого відношення.
Это умышленная гибридная информационная операция, которая направлена на устрашение населения Крыма и демонизацию крымских татар. Смешивая информационные потоки о разных задержаниях на территории России и в Крыму, достоверность и правомерность которых у нас вызывает обоснованные сомнения, людей хотят напугать исламским терроризмом, которого в Крыму никогда не было. С нами сейчас на прямой связи Крым. С нами сейчас на прямой связи адвокат Лиля Гемиджи. Лиля Ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Лиля Ханум, правильно ли я понимаю, что после вчерашних массовых облав всем задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей? Да, абсолютно верно. Всем задержанным 6 людям вчера избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения избрана сроком на 1 месяц 28 дней. А где сейчас находятся задержанные? Их отправили в следственный изолятор номер 1 города Симферополя, и там они будут находиться время до окончания стражи. Скорее всего, в нашей практике в дальнейшем стража будет им продлеваться на время проведения предварительного расследования. Необходимо отметить, что вчера были попытки, скажем так, пресечения массового освещения обысков в домах крымских татар и последующих после этого задержаний. Обыски были проведены в 4 утра. Это время, которое не является временем для проведения следственных или оперативно-розыскных мероприятий. В 4 часа обыск можно проводить только в одном случае, если это обыск, который не терпит отлагательств. Но учитывая, что постановление суда на проведение обыска было получено следственными органами 16 числа, то это можно было сделать в дневное время, предусмотренное Уголовно-процессуальным кодексом до 10 часов вечера 16 числа. Но выбранное время как раз свидетельствует о том, что оно выбрано не просто так, оно выбрано для того, чтобы люди не смогли собраться возле домов. Темное время суток мешало проведению съемки из мест обыска. Ну и плюс направленные фонари, светильники для того, чтобы картинки не было в эфире. Оно подтверждает как раз версию о том, что средств массовой информации должно расходиться именно официальная версия о поимке очень страшных террористов. Так как Крым отказывается, и не только Крым отказывается верить, что среди крымских татар на протяжении ни одного года ловят настоящих террористов, а не людей, которые занимаются абсолютно мирными занятиями, проявляют свою активность, помогают своим соседям, близким и так далее. Лиля Ханым, это Айдар Муждабаев, селям алейкум. Я хочу спросить вот что. А не кажется ли вам, у меня такая мысль возникла, что вот эти обыски в 4 утра, мы же все хорошо знаем, нам наши родители, бабушки, дедушки рассказывали, во сколько началась депортация 18 мая 1944 года. Не кажется ли вам, что они еще вот этот дьявольский символизм используют с таким намеком, с таким подтекстом «убирайтесь»? Безусловно, символизм присутствует практически во всех действиях, и мы не можем это не отмечать на протяжении долгого периода времени. Этот символизм, он передается из года в год в определенных действиях, и вы совершенно правильно подметили эту деталь. Но наш народ уже, он привык сталкиваться с определенными проблемами, с определенными трудностями, и эти трудности только укрепляют наш народ и позволяют быть еще более сплоченными и вырабатывать мирную стратегию по преодолению всех препятствий. Лиля Ханум, а всем сейчас шьют 205.5 или же какая-то есть другая статья? Всем задержанным вчера вменяется участие либо организации, террористической организации. Это статья 205.5, а двоим задержанным
соотечественникам вменяют участие в том совбезе, который проводился в Бахчисарайской мечети в 2017 году. И за участие в этом совбезе уже вынесен приговор второй Бахчисарайской группе. И одним из фигурантов этого дела проходит экс-координатор Крымской солидарности Первер Мустафаев. А вот, кстати, интересная деталь. Как вы думаете, почему вдруг решили приобщить это к делу, которое уже, в принципе, ну, как бы там следствие, суды, все закончилось, и более того, уже вынесли срок, и ребята, которым вынесли этот срок, уже отбывают свое наказание. Вот почему вот так решили приобщить все-таки? Это очень удобно. Это, во-первых, формирует показатели по раскрываемости. То есть в этом году у них есть еще одно новое дело. При этом не нужно никаких дополнительных материалов. Прослушки уже все заготовлены заранее. Материалы дела собраны заранее. Ну и, наверное, на мой взгляд, самая важная деталь, что участие двух фигурантов привлекает меньше внимания и представителей СМИ, и представителей общественности к данному делу, чем большое количество участников. Большое количество участников – это более резонансные дела, более публичные дела. Необходимость снижения публичной реакции и публичного внимания к этим делам – это приоритет в данном случае для силовиков, имею в виду. А все ли задержанные сейчас обеспечены адвокатами? К счастью, у нас уже есть команда адвокатов, которые готовы выезжать и реагировать в любое время дня и ночи. И все задержанные обеспечены адвокатами. Скажу даже более того, несмотря на то, что уже в третий раз задержание проводится именно в дни судебных заседаний, когда основная команда адвокатов работает в Южном окружном военном суде, тем не менее нам удается обеспечить адвокатами всех задержанных. И если вчера, допустим, во время задержания, составления протокола задержания, протокола допросов участвовали одни адвокаты, после обеда они были вынуждены участвовать в суде, в судебных делах по другим делам, то их заменяли коллеги, и получилось, что у некоторых адвокатов на вчера присутствовали на следственных мероприятиях и для участия в суде по 2 адвоката, и это очень хорошая тенденция, когда есть взаимозаменяемость адвокатов, есть командная работа, и то, что наши подзащитные, наши соотечественники, единоверцы, они не остаются без юридической помощи. Çok sağ olunuz Лилия Ханым. Передавайте всем слова поддержки от нашего телеканала. Мы будем продолжать следить за всем этим беспределом и как можно громче о нем говорить. Спасибо вам. Лилия Ханум, и еще один вот такой... Алло, слышите? Ой, я тебя перебил, Отключились, Гульсум. да. Я перебил, Гульсум. Чох Саунс, ничего Вот страшного, ты мы только в меня любом хвалила, случае что еще я будем хороший соведущий связываться. твой, я тебя В перебил. любом случае будем еще связываться. Чох Саунс, Лилия Ханум, адвокат Лилия Гемиджи, была с нами на прямой связи из временно оккупированного Крыма. Как нам сейчас подсказывают наши редактора, к нам подключается политический аналитик Дмитро Васильєв. Пане Дмитро, вітаємо вас. Доброго дня, чуєте? Так, чудово вас чую, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Пане Дмитро, ну что ж, вот мы сейчас с адвокатом обсуждали вчерашние массовые облавы на территории временно оккупированного полуострова, в результате чего задержали 6 наших соотечественников, и, как мы понимаем, уже шьют им статью о терроризме. Что может сегодня делать власти Украины, государство Украины для того, чтобы защищать своих граждан на территории полуострова? Сегодня в средствах массовой информации прозвучала, извините за тавтологию, информация о том, что Украина возбудила уголовное дело против заместителя министра вооруженных сил Российской Федерации за дебальство, за ту спецоперацию на территории Украины, которую проводили российские войска. Это, очевидно, один из примеров того, что может делать украинская власть. Очевидно, что на территории Крыма по всем международным законам действует юрисдикция Украины. То, что на территории Крыма какие-то непонятные там власти, которые назвали себя властями этого полуострова Украины, неотъемлемой части Украины, проводят обыски, задерживают людей, это абсолютно незаконные действия.
Соответственно, они требуют юридической оценки, соответственно, возбуждения уголовных дел против тех или иных лиц, которые в этом задействованы. Поэтому я думаю, что вот эти примеры, они очень правильно, их надо использовать в украинской власти. Плюс надо, очевидно, что делать серьезные заявления нашему МЗС, Министерству закордонных справ, необходимо писать и Организацию Объединенных Наций, и в Европейский Союз, и просить наших международных партнеров продолжать усиливать санкции против и Российской Федерации, и против конкретных лиц этого государства. То есть так как у Украины нет прямого доступа в Крым, сегодня одна из основных задач – это информирование, правильно? Это информирование и это действие в юридической плоскости наших властей. Да, я почему спросила, потому что вот вчера во время этих обысков мы находились в прямом эфире, и в прямом эфире показывали стрим происходящего, показывали стрим из-под здания оккупационного суда, где избирали меру пресечения всем задержанным, да, то есть мы освещали вот все события, которые происходили вчера на территории полуострова. И тем временем, таким образом, информируя сегодня общество, правильно? И вот тем временем мы видим, как правительство Украины сегодня лишает телеканала АТР финансирования, фактически оставляя его на грани существования. Телеканал АТР, который является голосом Крыма и ежедневно говорит о тех репрессиях, которые происходят на территории полуострова. Вот как это понимать? Как вы это воспринимаете? Ну, я воспринимаю как позиция украинской власти, либо же недоразумение, да, которое есть то ли от неопытности, то ли по какому-то недосмотру конкретно чиновников украинской власти. Я считаю, что должно быть хотя бы какое-то заявление украинского парламента. Очевидно, что украинский парламент недавно делал заявление об оккупации Крыма. Недавно украинский парламент делал заявление о Майдане, признании его исторической ценности для истории независимой Украины. И, соответственно, конкретные посадовые особы в украинской владе должны будут принимать решения. Если Европейский Союз, делая какие-то заявления о положительных действиях украинской власти, говорит о том, что есть обеспокоенность по нескольким моментам, и один из моментов говорит о поддержке коренных народов, и вызывает обеспокоенность то, что телеканал АТР – единственный телеканал коренного народа Крыма, не имеет поддержки государства Украины в тех условиях, которые сложились, но я думаю, что государство Украина на это должно обращать внимание. И пересматривать бюджет, действительно исправлять эту ошибку, потому что ошибкой будет государством Украины и исполнительной власти не поддерживать телеканал АТР, единственный телеканал коренного населения Крыма, неотъемлемой частью. Пане Дмитре, я ось дуже добре, що ви зауважили про це. Я просто хочу нагадати всім глядачам, що у статті 60 резолюції Європейського парламенту про асоціацію ЄС з Україною від 11 лютого цього року прямо зазначено, що там навіть не стурбовані, вони навіть не хвилюються, а вони пишуть прямо. Європейський Союз наполягає на тому, щоб держава Україна підтримувала технічний, фінансовий, технічний кримськотатарський канал АТР, ми там позначені просто прямо, і забезпечити повну можливість мовлення тощо. Тобто там є просто майже директивна вказівка, так? Від наших партнерів, ми ж намагаємося стати частиною Європейського Союзу, да, в майбутньому. Але ж, ось ви правильно кажете, що має відреагувати парламент. Наш парламент не реагує, він робить вигляд, що нічого не відбувається. І там європейські парламентарі, вони вимагають створення сталого механізму підтримки. Тобто не такого, що ми кожен рок ми то відкриваємося, то закриваємось, то вимушені там закривати студії цілі, там новини скорочувати, то до мінімуму, як зараз, доходити до того, що просто там не сьогодні чи завтра нас відключать від супутників тощо. Да? Тобто це не робота, так не працює. Да? І Євросоюз про це прямо сказав.
але ж жодної реакції немає. Ані з боку парламенту, ані з боку, навіть з боку уряду є реакція. Вони повторюють те, що ми маємо йти на якийсь конкурс і на ті гроші, які вони самі перетворили з дотації на послуги міністерства. Ми маємо на їхню думку йти на цей конкурс. Хоча вони дуже добре знають, що більшість наших розходів, да, це не конкурсні речі, це оренда приміщення з обладнанням, це по конкурсу ніяк ці гроші не оформиш. Так? І також це супутникове мовлення на Крим, на весь світ. Це теж не конкурсне питання. Але ж вони брешуть і брешуть і брешуть. І вже відмовилися від участі в тому фейковому вигідному конкурсі такі там структури, як там Крим Реалії, як Суспільне телебачення, все. Да? Але вони ж наполягають на тому, що все буде або так, або ніяк. І ми вчора, може ви чули, ми вимушені були просто, це немає діалогу, жодного немає пропозицій, крім того, що буде так, як ми сказали, а ми вважаємо це просто незаконно спочатку. І ми вимушені були звернутися вчора до президента, уряду та Сейму Литовської Республіки, просто з проханням підтримати нас всі складні часи, принаймні, допоки держава України, уряд України, там Рада, Верховна Рада України не вибудує той самий сталий механізм підтримки, так, нашого телеканалу. Ось в такій ситуації опинилися. Що ви про це думаєте? Айдер, окрім того, що ви сказали, в цій статті 60 Європейського парламенту взагалі є заклик України у прийняття закону про корінні народи України, про статус корінного кримсько-татарського народу і про внесення навіть правок до Конституції для визнання національної територіальної автономії кримсько-татарського народу в межах України. Фактично говориться про те, і дається підказка того, як треба зробити так, щоб потім не виникало ніяких питань про там конкурси, про які... Так я про те й кажу, але ж, Дмитре, якщо вони брешуть і впорато просто наполягають на тому, щоб цей фейк створити з нами, да? І навіть після резолюції Європарламенту, це просто, як на мене, ознака того, що вірити конкретно цим чиновникам точно вже не можна. Я не вірю просто. Як можна довіряти таким людям, які брешуть відверто і просто посилають на всі літери там наших європейських партнерів. Я вже не кажу про корінний народ Криму в окупації. Це просто жахлива моральна справа, на мій погляд. Я вважаю, що дійсно це питання національного інтересу України. Крим є невід'ємною частиною України, яка зараз під окупацією Російської Федерації. Інформаційна складова є надзвичайно важливою складовою в інформаційній, точніше, гібридній війні Російської Федерації проти України. І не використовувати інформаційний простір як частина оборони національних інтересів і загалом України просто неможливо. Бачите, коли ми говоримо про цільовий телеканал кримсько-татарського народу, який є єдиний в світі, наскільки я розумію, який Україна просто зобов'язана навіть не з моральної точки зору, а з раціональної точки зору захистів і національних інтересів, і відновлення територіальної цілісності України. А чому Україна це зобов'язана робити. А чому тоді так відбувається? Неужели сегодня для властей Украины обеспечить финансовой помощью единственный крымско-татарский телеканал – это такая запредельно вообще сложная задача, тем более речь идет о небольших деньгах, это всего лишь 50 миллионов гривен. Если переводить в доллары, это чуть больше полутора миллионов, да, если не ошибаюсь. Плюс ко всему, неужели так сложно принять закон о коренных народах Крыма? То, о чем мы говорим уже на протяжении 30 лет с момента провозглашения независимой Все это делается Украины. буквально за одну неделю при желании. Мы про что говорим, да? А может быть и за 2 дня. В принципе, тут ничего сложного нет. Тем более, что, как вы же отметили, в той же статье перечислено, что ни копейки на обустройство вынужденных переселенцев из Крыма и оккупированных территорий тоже не заложено. В этой же статье написано. То есть никаких расходов на Крым оккупированный государство нести не хочет, даже информационных, понимаете? То есть это вопрос, на наш взгляд, политического желания, если так можно сказать, воли политической, отнюдь не финансов. Да, это вопрос политической воли. Вы абсолютно правильно говорите. И здесь важна позиция президента. Странно, почему
не звучит президент, причем в унисон с министром закордонных справ. То есть я вот считаю, что они должны сделать четкое и ясное заявление. Правительство должно принять срочные меры. Мы имеем пример, как в прошлом году, когда также были проблемы с финансированием телеканала. Правительство приняло меры, было принято решение, финансирование нашли, телеканал финансировался, это была государственная и правильная позиция. Почему повторилась эта ошибка в этом году, абсолютно непонятно. Более того, парламент должен также проявить свою государственность и просто прочитать вот эту 60-ю статью резолюции Европейского парламента. Закликає Украину, Европейский парламент, приняты законы в имени народа Украины. Давайте начнем хотя бы с этого. А это будет сигнал и уряду, который формирует наш украинский парламент, Конституцию Украины, принимать соответствующие меры. Да, спасибо, Дмитрий, спасибо большое, что включились нам в эфир, за поддержку, за здравые мысли, совершенно очевидные, но я не знаю, пока... И спасибо вам, что вы делаете огромную важную работу и для Украины, для защиты интересов Украины, потому что Крым — это Украина, и очевидно, что коренной народ Крыма, крымские татары, являются теми, кто не сдаст Крым и будет помогать украинскому народу также об этом не забывать и не сдавать Крым. Ну и плюс еще одна новость есть, которую я хотела бы с вами обсудить, вот буквально несколько минут. Европейский Союз ожидает от России выполнения решения Европейского суда по правам человека, который постановил немедленно освободить Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Европейского Союза Жозефа Борреля. Давайте послушаем. Європейський суд з прав людини постановив, що Олексія Навального слід негайно звільнити. ЄС повторює, що закликає російську владу зробити це негайно. Ми очікуємо, що Росія виконає свої міжнародні зобов'язання як підписант Європейської конвенції з прав людини. Пане Дмитре, вот эти ожидания, они тщетны? К сожалению, мы слышали жесткое заявление Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, который четко сказал о том, что они готовы, что Российская Федерация готова разорвать отношения с Европой. Ранее до этого мы видели решение Российской Думы, которое приняло решение, что законы Российской Федерации превалируют над международным законодательством. Соответственно, Российская Федерация не будет считаться ни с какими заявлениями Европейского Союза, ни с какими-то решениями. Они будут считать, что их политика правильная, что они принимают правильные законы, что по этим законам правильно осуждают того, кого считают террористом. Об этом рассказывают всему российскому народу через телевидение. А вы знаете, какая мысль вот возникла, хотел с вами обменяться, с одним неглупым человеком недавно общался по поводу того, что всей этой истории с Навальным и так далее, с этой поездкой Борреля и постыдной, и с этими беспомощными заявлениями, призываем маньяка остановиться, а он там в зубах ковыряется зубочисткой, значит, переваривая очередного съеденного. Вот. Но смысл вот в чем, что мне кажется, вот этот человек, с которым я говорил, сказал, что вот такая версия, я с ней склоняюсь тоже, что они просто так его не отдадут, конечно, но вполне возможно, они на кого-то его выменяют. Например, на оружейного барона Бута, который в Америке сидит, или на какую-то такую фигуру, или на нескольких даже человек, которые, людей, которые где-то попались там у русской разведки, там у кого-то. Что вы думаете по этому? Сейчас торг просто идет, вот и все. Российская власть неоднократно использовала человеческий ресурс, human asset, для того, чтобы иметь его как обменный резерв. Будет ли Навальный использован как обменный резерв? Сложно сказать. Наверное, это возможно, потому что Навального уже сравнивают с разными политическими деятелями, не совсем хорошими историческими, не российскими. Его, я думаю, что в информационной среде пытаются показать как не совсем российским, возможно, гражданином. И я не исключаю, что такое будет возможно. Но опять же, как долго российская власть будет держать его в тюрьме, отсидит ли Навальный тот срок, который ему огласили, либо же все-таки придется идти на компромиссе российской власти и каким-то образом договариваться
в результате действия санкций с Европейским Союзом и со всем мировым сообществом. Ну, пока сложно говорить. Хотя, Айдер, конечно, ваши слова, они намного более, как бы это сказать, реалистичны, чем то, что я сейчас там пытаюсь додумать. Но либо, знаете, Дмитрий, либо «Северный поток-2». Туда вложены такие политические ресурсы и подкуп, взятки, плюс непосредственно прокладка этого трубопровода. Но я думаю, что, конечно, они могут использовать это как дополнительный аргумент для того, чтобы, ну, давайте завершим строительство, запустим его, а потом мы посмотрим, то есть обмен может быть и на трубу, например. Может, вполне может быть. В Европейском Союзе имеет большое значение по принятию решения Европейского Союза Германия. Германия неоднократно заявляла о том, что она заинтересована в том, чтобы этот проект был завершен. Германия настаивает, что это не политический проект, это экономический проект. Ну, ее позиция в этом смысле предельно понятна и ясна. Она диверсифицирует свои риски, плюс создает очень четкий инструмент влияния на Европейский Союз, на континент. У нее есть свои геополитические выгоды в этом. В этом смысле она абсолютно, ну, так цинично не смотрит в сторону интересов Украины, она смотрит в сторону интересов Германии. Поэтому вполне возможно, что Европейский Союз будет принимать решения в пользу ключевых игроков, то есть Германии, например, в принятии этого решения. И кто знает, смогут ли американцы, новая администрация Соединенных Штатов, президентом Байденом остановить этот проект. Там совсем немного осталось для его завершения. Дуже дякуємо, пане Дмитро. Дмитро Васильєв, політичний Дякую. аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Чохсаломс. А к нам сейчас подключается Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод. Пані Олександро, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго Саша, вечора. вітаю, давно не бачилися. Хоч так. Пани Александра, что вы думаете относительно ситуации, которая сегодня снова сложилась вокруг финансирования первого крымстатарского телеканала АТР? Я погано розумію суть проблеми, але чудово розумію необхідність державної підтримки кримсько-татарського каналу АТР. Для мене взагалі дуже дивно, що ця ситуація знову і знову виринає, і знову існує якась загроза недоотримання фінансування. Мені здається, що українська держава мала би докласти всіх необхідних зусиль для того, щоб забезпечити мовлення єдиного кримсько-татарського телеканалу. Я, Александр, чуть скажу тогда и вам, и, может быть, кто подключился, что происходит. Они получили деньги из бюджета, из Минфина, на субсидии телеканала АТР. Они эти деньги перекодировали на услуги Министерства по реинтеграции и объявили на них конкурс какой-то творческий. Не знаю, там условий этих конкурса нет. Мы когда-нибудь эти условия придумаем. Но дело в том, что нам работать нужно сейчас, а никогда они условия придумают. Это первое. А второе, они прекрасно знают в министерстве, что большая часть расходов АТР связана не с конкурсными, не с творческими вопросами, не с каким-то там снятием роликов каких-то, да, вот, а с тем, что есть помещение с оборудованием, которое мы вынуждены арендовать, как канал «Беженец», да, и есть спутники, которые мы вынуждены регулярно оплачивать, чтобы транслировать на Крым наш сигнал. Эти вещи на конкурсах не разыгрываются, они это львиная доля расходов, да, они это прекрасно знают. И вот так специально оттягивая момент транша, деньги лежат у них на счету и так далее, они фактически делают все для того, чтобы вот уже вчера могли нас, месяц назад могли нас отключить спутниковые компании. Они нас транслируют только по нашей глубочайшей просьбе не выключать канал коренного народа Крыма. И это делают западные частные компании. Они нам просто скапливают долги и не выключают сигнал. Если бы они формально действовали, канал ВТР и детский канал «Ляле», где крымстатарский язык единственный звучит, уже давно бы был отключен. Вот в такой ситуации, значит, они нас доводят до... Ну, просто они издеваются. Просто они знают прекрасно всю ситуацию. Они просто, делая это, де-факто, они ждут, когда мы отключимся просто, да? Вот и все, на самом деле. И поэтому мы вчера, может быть, тоже ты не видела, вчера мы решили, что просто уже некуда дальше и деваться, потому что реально могут отключить вчера. После того, как резолюция 11 числа была
Европарламента, где в 60-й статье прямо указано, что Украина должна выработать стабильный механизм финансовой и технической поддержки телеканала АТР. Стабильный механизм. И там прямо написано, значит, что Европа этого требует фактически. Там даже нет озабоченности, да. Вот. Она говорит про необходимость. Ноль реакции со стороны наших властей, проходит неделя, никакой вообще реакции ни от кого, ни от парламента, ни от президента, ни от правительства. Но мы не можем рисковать отключением нас в Крыму, да, у нас люди смотрят, у нас обыски, вчера облавы были. Мы просто обратились к нашим друзьям, ну, кто ближе Украине и крымским татарам, чем Литва. Мы обратились к президенту, парламенту и правительству Литовской Республики с просьбой оказать нам срочную помощь, чтобы мы просто не вышли из эфира, потому что это будет страшно вообще позорная история. Причем позорная она будет не для Литвы, да, но при этом их люди переживают за нас, просто мы видим даже, как это по интересу к нам, да. Мне звонит глава Конституционного суда Литвы, он переживает за нас, он рассказывает нашим законодателям на пальцах, как нужно оформить помощь каналу АТР, прям на пальцах ролик записал, до 4 минуты с лишним. Глава Конституционного суда Литвы, первый человек в мире, институция которого признала незаконность оккупации Крыма, первый, до ООН, до всех. Этот человек обращается к нашим властям, 0 эмоций. Европарламент в прямом постановлении про ассоциацию, записанную в Конституции, прямо говорит, да, что должна Украина, правительство Украины, 0 эмоций. Вот такой ситуации мы оказались. Понимаешь, нас просто подвешивают и ждут, пока мы умрем. Вот по факту это выглядит так. Извини, что я повторяю просто уже все эти дни. Да. Це важливо, і це просто ганьба, якщо відверто так казати. І ця історія про дві речі, як на мене. Перше, про те, що якщо є політична воля, то завжди знаходиться рішення. Давайте згадаємо, як за попередньої влади, так і за нинішньої влади можна тисячі таких прикладів навести, коли хочуть когось нас призначити генеральним прокурором, бодай без юридичної освіти, за день голосується законопроект, вносяться зміни, і людина стає генеральним прокурором. Ну, тобто, купа прикладів, ще раз, що за попередньої влади, що за нинішньої, яка показує, що якщо є політична воля, то знаходиться рішення. І друга, про що ця історія, це про різницю між деклараціями і між діями. Ми всі ці 7 років говоримо гаслами. Ми говоримо, що Крим – це Україна. Так, це дуже правильне гасло. І це є відповідно до міжнародного права. Але це гасло треба підкріплювати реальними кроками, реальною державною політикою. І я чесно не розумію, як цій державній політиці не знайшлося чільного місця для підтримки єдиного кримсько-татарського телеканалу. Причем, ты знаешь, Саш, там до такой степени цинизм доходит, и европейцы пишут в этой же статье 60, я уж не говорю, они напоминают в вот этой постанове по ассоциации, напоминают про права коренного народа, про закон о коренном народе крымских татар, про изменения в часть 10 Конституции, про нашу территориальную автономию, которую мы имеем право как коренной народ Украины и так далее, и так далее. Но там еще и про деньги. Они пишут, что в бюджете этого года нет ни одной копейки на обустройство вынужденных переселенцев из Крыма. Ни одной копейки. И при этом не только не обеспечивают физические потребности людей, но и даже моральные, информационные потребности. Они берут эти деньги, эти несчастные, вот реально несчастные 50 миллионов, потому что для телевидения это ничто, со всеми спутниками и так далее. Ничто просто, любой знает. Они берут и эти деньги, и их, значит, специально держат так, ну вот, чтобы, не дай бог, этим крымским татарам не досталось, понимаешь, чтобы они, не дай бог, там не выжили вот в таких условиях. Это настолько цинизм просто, вот, и надо дыхание перехватывает. Особенно, когда, знаешь, когда разговариваешь с людьми из Крыма. У меня тут женщина плакала в эфире, говорит, как это вас отключат? То есть, а кто тогда будет? Вот кто будет показывать эти обыски каждый день? Кто? Какой канал? Какой канал? Знаете, какого олигарха будет это показывать? Мені часто просто соромно, хоча ніби не я ці речі роблю, а соромно мені. Тому що, коли ми говоримо про повернення Криму, ми говоримо не просто про повернення території української, ми говоримо про те, що ми боремося за людей, які там проживають. І поки Крим окупований, і нам дуже важливо встановлювати зв'язки і підтримувати ці зв'язки з людьми, які лишилися саме з окупантом. І інформаційний зв'язок, цей сигнал, який дає телеканал АТР, це дуже вагоме, я би сказала, очільне місце, яке б мало бути стрижнем державної політики і стратегії по поверненню Криму.
То есть можно ли сделать тогда вывод, что никакой стратегии у сегодняшних украинских властей по деоккупации полуострова нет? Ну, це, на жаль, висновок можна зробити не тільки виходячи з цієї ситуації, а загалом виходячи з цілої низки речей. Я знаю, що ця стратегія напрацьовувалася представництвом президента по Криму, передалася в офіс президента, там ніби знаходиться на обговоренні. Ну, подивимося, що з цього буде. Да? Тут чому потрібна стратегія? Чому? Тому що деякі речі, які мають бути зроблені для повернення Криму, мають бути зроблені зараз, а не тоді, коли у нас відкриється вікно можливостей. Ми втрачаємо час, і ситуація грає проти нас. То есть получается, что президент Зеленский говорит, крымская платформа, тут все подскакивают такие радостные, ну наконец-то, да, сейчас придет Америка, сейчас придет Британия, сейчас придут серьезные игроки западные, и наконец мы вспомним про Крым, что-то кроме Крымца Украина на билбордах, да, что мы, Саш, с тобой наблюдали все эти годы, да, вот, ну и что? И с чем он придет туда? Здравствуйте, Владимир Александрович, здравствуйте, мистер Зеленский, здравствуйте. Какие успехи? Что вы сделали внутри Украины для повернения Крыма? Ну как что? Прекратили прямое финансирование телеканала крымско-татарского. Вон что. И что, отключился? Ну да, отключили его. Они не могут оплачивать ни помещения, ни спутники, ни производство программ. Но это бизнес, ничего личного, нет денежек, как говорится, вот и все. И это будет, собственно, весь разговор с Владимиром Зеленским на крымской платформе. Если кто-то просто задаст этот один простой вопрос, там дальше разговаривать не нужно уже. Понятно, что слова настолько разорваны с делами, что можно только попрощаться и отключить Zoom просто. Все. Я знаю, що Кримська платформа запланована на 23 серпня цього року. Я дуже сподіваюся, що українська влада до цього часу вирішить нарешті це питання з фінансуванням кримсько-татарського телеканалу АТР. Час у неї ще є для того, щоб виглядати достойно. Ну, я тоже надеюсь, все-таки не 23 серпня, бо до 23 серпня хтось може не дожити, так? Ну, просто це, ну, чисто суттєві речі, про що я казав спочатку, що просто ще вчора, позавчора, місяць тому нас можуть просто за борги відключити і все, без пояснень. Це просто бізнес, як вони люблять казати, наші чиновники, вони ж бізнесмени всі. Так там ось ці бізнесмени західні, вони нас розуміють. Вони чують нас, вони розуміють, що це канал корінного народу, і вони терплять, вони вірять в те, що все ж таки не може такого бути, щоб держава не підтримувала супутниковий сигнал на окупованій території. Але ж це триває ситуація, це ситуація, за яку мені просто навіть соромно, я з цими людьми там розмовляв, як вони кажуть, як таке може бути? Я не знаю, як таке може бути. Та як таке може бути, не знають литовці, не знають поляки, ніхто цього не знає, це наша ноу-хау політична. Вибачте за такий спіч. Дякуємо вам дуже, пані Олександра. Дякую. З Тьохсагу у нас Олександра Матвійчук була з нами на прямому зв'язку, голова правління Центру громадянських свобод. Есть новости, кстати, по крымской платформе. Владимир Зеленский считает, что еще там не случилось. Владимир Зеленский считает, что одной из основных задач украинской делегации в ПАСЕ является объяснить суть создания международной площадки по деоккупации Крымского полуострова. Об этом он сказал на встрече с представителями украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Давайте послушаем его цитату. Для нас принципове питання пояснити в ПАРЄ, що таке Кримська платформа, і запросити світову спільноту приєднатися до відновлення міжнародного закону і територіальної цілісності та суверенітету України. Ну, еще такая новость сегодня появилась. На Херсонщине на 107-м километре Северокрымского канала необходимо достроить дамбу, чтобы максимально исключить попадание воды на территорию временно оккупированного полуострова. Об этом шла речь во время встречи постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кореневича с начальником управления Северокрымского канала в городе Таврийск Сергеем Шевченко. И вот что сказал Кореневич. Обговорили важливі для функціонування каналу питання, зокрема потребу добудови дамби на 107-му кілометрі каналу, яка з одного боку максимально унеможливлює потрапляння води до тимчасово окупованого Криму, а з іншого боку дозволить значно покращити заходи з меліорації південних районів Херсонщини. Анастасія Донець, аналітик Кримсос, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Анастасія, вітаємо вас.
Добрый вечер. Скажите, а есть ли действительно необходимость вот достроить эту дамбу? Вы знаете, я не являюсь специалистом в сфере гидрологии. Я так понимаю, что вопрос носит скорее экономический и политический характер. Как и сказал пан Антон Кореневич, речь идет о том, чтобы улучшить ирригацию Херсонской области, что, в общем-то, стоит делать, потому что это достаточно засушливый район. Что касается подачи либо не подачи воды в Крым. Позиция Украины по этому поводу является достаточно четкой, она полностью соответствует нормам международного гуманитарного права, в соответствии с которыми именно Российская Федерация должна обеспечивать воду на оккупированной территории, поэтому наша организация никаких проблем в достроении дамбы не видит. Да, я вообще тоже удивился, знаете, я просто даже не очень понял, а при чем тут представительство президента Украины в АРК и на Херсонской области управление канала и дамба. Если поставок воды в Крым не планируется, то что это контролирует-то там? Я что-то вообще, может просто... Не, я от Антону ничего плохого сказать не могу, но я просто не понимаю связи, если честно. Политически все заявлено уже. Ну, хорошо, да, вот... Ну, как мне кажется, есть и более актуальные проблемы, касающиеся Крыма. Ну, окей, ладно, это мы не против, в принципе, такой вопрос тоже. Ну вот относительно воды на территории Крыма, вот по вашим данным, по данным вашей организации Крымсос, насколько сегодня остается там критическая ситуация с наполнением водохранилищ и так далее? Вот снег, который сейчас пошел, он никоим образом не спасает ситуацию? Что говорят ваши эксперты? По нашим данным, по данным наших мониторов, ситуация остается критической. Дело в том, что осадки в принципе не могут наполнить водохранилища, которые находятся на отметке так называемый мертвый объем, то есть это тот объем, после которого невозможно получать оттуда воду, которая пригодна для употребления. Это то, о чем говорят крымчане, они жалуются на то, что воду невозможно пить, она имеет неприятный запах, она непригодна к употреблению даже после кипячения, и попытки выжать из этих водохранилищ последнюю воду, конечно, они не могут решить проблему с водой. Сейчас жесткие ограничения подачи воды действуют как минимум в 5 областях, и мы говорим о том, что вода доступна только по 3 часа в день, утром и вечером. Это холодная вода. В некоторых областях вода подается под сниженным напором от людей, которые непосредственно проживают в Крыму. Мы получаем информацию, что это означает буквально такая тонкая струйка воды, которая даже не может наполнить ведро воды, да, для каких-то бытовых нужд. И доходит до каких-то совершенно шокирующих вещей, когда люди вынуждены сливать воду с батареи, да, то, что мы слышим в СМИ, для того, чтобы хоть как-то получить воду для каких-то бытовых нужд. Анастасия, знаете, что сообщение сегодня прошло? Русский пропагандист Владимир Соловьев, небезызвестный, который сегодня получил звание персона нон-грата в Латвии, вот, наконец-то, хоть что-то началось, пишет, что, и сам, кстати, Соловьев живет на озере Кома в Италии, это очень красивое озеро, там мимо проезжал. Да, не знаю, как туда он теперь будет доезжать или нет, но он опубликовал такую молнию, аж заметку с 3 молниями, заявление вице-премьера Российской этой Федерации Марата Хуснуллина, который из Татарстана, потом он пытался в Крыму там что-то делать, там агитировать крымских татар за русский мир, ничего не получилось, он уехал, я так предысторию рассказываю, потом он где-то еще работал, сейчас он вице-премьер, и вот Хуснуллин сообщает, проблем с водой у крымчан не будет, без объяснений. Вот как вы думаете, что это? Чистая пропаганда? То есть, или что-то задумали? Может, опреснители какие-нибудь, самогонные аппараты размером там с гору ставить, там, перегонять воду? Вы что-нибудь слышали про решение проблемы какой-то? Ну или идею Путина реализуют о том, что воду искать в недрах Азовского моря? Опять-таки, не являясь гидрологом, мне сложно говорить, насколько эти идеи могут иметь какой-то потенциал. Что касается опреснительных сооружений, да, мы слышали такую информацию. Мы знаем, что оккупационная власть бурит новые скважины для того, чтобы получать артезианскую воду. Это влечет очень серьезные экологические последствия. Мы сейчас как раз пишем отчет об экологии Крыма, и вскоре все смогут с ним ознакомиться, в том числе с информацией о тех последствиях, которые будет
которые будут следовать за бурением скважин и добычей артезианской воды в больших количествах. Что касается других каких-то мер, это и блокирование рек и изменение их русла, да, для того, чтобы перекидывать воду из одних населенных пунктов в другие. Тоже очень серьезные в этом плане опасения у нас в связи с экологией, потому что это кардинально меняет экосистему тех районов, которые раньше получали воду благодаря рекам. Сейчас больше вопросов, чем ответов. Что касается заявления оккупационной власти, я думаю, что чисто с точки зрения обычной логики сложно себе представить, что они бы признались в том, насколько критическая сейчас ситуация с водой в Крыму. Она действительно критическая, она не может такой не быть, потому что 90% воды в Крым поступало через Северо-Крымский канал, мы об этом знаем, и с 2014 года поставки воды прекратились. Поэтому говорить о том, что в Крыму с водой можно как-то быстро и эффективно решить проблему, пока, конечно, не приходится. Но я бы подчеркнула здесь тот вопрос, что для населения, для нужд населения воды бы хватало, если бы Россия не увеличивала свой военный контингент в Крыму, не строила новые военные базы и не использовала эту воду для нужд каких-то предприятий, да, которые в Крыму находятся. Для нужд населения воды было бы достаточно. Но, к сожалению, оккупационная власть предлагает тратить эту воду на что-то. Вот я как раз и хотел задать этот вопрос в продолжении темы, на которой вы сейчас закончили реплику свою. Уточните, пожалуйста, есть ли у вас информация о том, ну вот смотрите, сухие зимы были и прошлые, и позапрошлые уже, да? Но ситуация такая именно сейчас сложилась. Это значит, что техногенная нагрузка, о которой вы говорили, выросла, и она какую-то критическую линию перешла, да? То есть они высосали уже значительно больше, даже все резервы уже высосали из этой земли нашей несчастной. Вот. Значит, есть ли у вас информация о том, сколько находится, показатели этой нагрузки? Это всегда население, то есть обслуживающие базы, солдаты, их семьи, там какие-то новые микрорайоны. Если вот я разную слышал информацию, я слышал по их радио крымскому одному, там они хвастались, что 3 миллиона, это типа было 2 с чем-то, стало 3, вот они хвастаются сейчас там в Крыму. А есть ли какие-то объективные данные? Можете ли вы что-то сказать, насколько там вот это замещение населения идет швидко? Если мы говорим о военных, такой информации, конечно, правдивой мы не обладаем, потому что это секретная информация, ее очень сложно получить, ее нет в открытом доступе. Что касается другого гражданского населения Крыма, то по нашим данным только за последний год туда переселилось около 5000 россиян. При этом существуют различные программы, которые создают интерес у населения туда переселяться. Это и бесплатное жилье для госслужащих, и какие-то скидки на жилье, кредиты. Примерно за все время оккупации, по нашим оценкам, туда переселилось около 500 тысяч российских граждан. Ну, что тоже понимать, нагрузка, безусловно, нагрузка на водные ресурсы очень сильно увеличилась. Но это очень много. 500 тысяч это очень много, при том, что да, это, для Крыма это много, при том, что это 500 тысяч, что вы говорите, еще военных там и с семьями в военных городках, базы и так далее. Ну, понятно, что никакой воды не хватит на такие расходы. Дуже дякуємо вам, пані Анастасія. Чохсагл у нас Анастасия Донець була з нами на прямому зв'язку, аналітик Кримсос. А зараз к нам присоединяється Мирослав Гай, військовий експерт, керівник благодійної організації «Фонд Мира і Ко». Пане Мирослав, вітаємо вас. Селям алейкум. Салям алейкум, салям. Селям, Мирослав. Привет. Пане Мирославе, вот уже 3-ю неделю на телеканале АТР продолжаются марафоны Сейф АТР. И, к сожалению, ни Министерство реинтеграции, ни Офис президента, ни сам президент, ни премьер-министр никоим образом не реагируют. Как вы думаете, почему? Ну, я, во-первых, думаю, что они не заинтересованы в том, чтобы существовал такой независимый канал по ряду причин. Вот. Ну, во-первых, мы сейчас нужно понимать, что для Офиса президента критична монополия в медиа.
не хотели бы существовать, ну, чтобы их мнение было единственным. Вот. Потом я для себя сразу же запомнил, вот первое, что сделали, когда Зеленский пришел к власти, их там через Министерство культуры, это закрыли канал наш Иншимовлення. Помните, такой был канал, который рекламировался на другие государства. Вот. Вместо него нам пообещали телеканал «Дом», который полноценно так и не зафункционировал, потому что средств доставки на оккупированные территории у этого канала нормальных нет. Но там были большие проблемы с эфирами. Ну вот, поэтому я думаю, что они просто не заинтересованы в существовании такого канала. Возможно, это связано, ну, дело в том, что телеканал ОТР смотрит в Крыму, телеканал ОТР занимает жесткую позицию по поводу Российской Федерации, оккупации, оккупированных территорий, российско-украинской войны, которую начала Россия. Это, ну, не единожды озвучивалось и ведущими канала, и гостями. То есть, вот. А наша власть на данный момент боится употреблять слова агрессия, агрессор, война. То есть нас называют та сторона, они, перемирие, режим тишины. Ну, то есть я так понимаю, что на данный момент просто не совпадают политические интересы. Но смотри еще, Мирослав, такая история, да? Президент говорит про Крымскую платформу. Настаивает на том, что, значит, Украина продолжает движение в Евросоюз и НАТО. Выходит резолюция Европейского парламента 11 февраля, в которой целая 60-я статья посвящена, значит, анализу тому, что делается, и точнее, что не делается в отношении Крыма и крымских татар. Перечислено все. Отсутствие закона о коренном народе, отсутствие изменений в Конституции в название и сущность автономной республики Крым. И там все плохо, там одно только они в конце сказали, что они одобряют, значит, концепцию развития крымско-татарской мовы до 2032 года. Но это, знаете, до 2032 года это либо Ишак умрет, либо Падишах, либо Хаджа Насреддин. Мы знаем эту всю историю. Это, конечно, хорошо как намерение, но мы полностью поддерживали, кстати, это намерение Министерства реинтеграции, но пока это все в будущем, да. В настоящем просто душится телеканал АТР. При этом там прямо сказано, не как-нибудь, а Евросоюз настаивает на том, чтобы власти полностью поддерживали телеканал коренного народа Украины АТР, написаны мы, настаивает на выработке, на том, чтобы Украина приняла устойчивый механизм финансовой и технической поддержки. То, что они нам пытаются предложить, это не то, что неустойчивый механизм, это просто, но это открытое издевательство, потому что они выставляют деньги, предназначенные вот на наше мовление, на конкурс среди структур, которые отказываются в этом позорном конкурсе участвовать, незаконном. Они переводят деньги с одного кодировки субсидии на кодировку услуги и предлагает нам участвовать в конкурсах, наверное, на снятие каких-то роликов, там, Крымца Украина, чешо, там, да, таких, как мы любим, да, вот эта формальная сторона дела. И еще знаешь, что самое интересное? Сейчас, Мирослав, да, самое интересное, что они-то знают прекрасно, что наши основные расходы, они ни в каких конкурсы не вписываются. Это аренда помещения и оборудования в Киеве, вынужденная, так как мы канал «Беженец». Это аренда, это использование спутников для трансляции сигнала на Крым, который является безальтернативной. Там никакими конкурсами и роликами это не решается. То есть это фактически прямой курс на удушение, прямой, понятный. Они все понимают. И они врут парламенту, врут западным партнерам, с издевочкой отвечают на вопросы одними и теми же вот этими абсолютно фейковыми формулировками, которые разбиваются просто одним щелчком пальцев. Айдар, ну ответ очень простой на твой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а где вообще сейчас звучит от нашей власти слово «Крым», кроме вот последних событий из-за того, что Европарламент выдает резолюцию на международных площадках? Это последний год вообще шли переговоры, оккупированные территории Донбасса отдельно, Крым отдельно, как в принципе Россия и мечтала. Где постоянные упоминания о Крыме в нормандском формате, когда этот нормандский формат был? Где эти переговоры? Их нету. То есть они даже бесплатно упоминать Крым не хотят. А мы сейчас с тобой говорим о том, что мы от них еще и денег требуем на крымско-татарский канал. Они даже бесплатно не выполняют свои обязанности
в отношении украинских территорий, для того, чтобы не поднимать вопрос. У них сейчас они проводят какие-то сепаратные переговоры с россиянами. Ермак ездит, встречается куда-то с Козаком, поверенным по Украине в России. Где-то там они встречались, что-то говорили. Они ведут, мы до сих пор не знаем, о чем Зеленский разговаривал с Путиным по телефону, нам никто не сообщает, какие переговоры были. Непонятно вообще, куда в Оман с кем встречались. А ты сейчас говоришь, давайте они выделят деньги на телеканал АТР. Но они вообще бы хотели бы не выделять деньги никуда и ни на что, тем более на Крым, потому что не звучит сейчас в повестке у этой власти. Но у нас с вами выход один, поднимать этот вопрос в СМИ, в обществе. Мы должны постоянно говорить о том, что Крым должен звучать во всех переговорах по оккупированным территориям, что телеканал АТР – это единственный вообще способ доставки. Как слышите меня? Да, отлично, да. говори. Это единственный способ доставки какой-либо правдивой информации не только крымско-татарскому народу, а вообще всем, кто в Крыму живет и остался. Потому что я знаю, мы показывали у вас фильм наш новый, последний, исследование по воде, называется «Крым обезвоживание». Да, «Крым наводнение». Есть русская и украинская версия. И я знаю, что в Крыму его смотрело огромное количество людей, что были отзывы, фидбэки. Но кому это сейчас нужно? Ну, скажите мне. То есть они стараются всячески... Мы видим, что идут на достаточно серьезные, по крайней мере, обещают уступки. У нас уже было отведение войск на Донбассе. У нас сейчас там говорят о том, что разминирование собираются какие-то проводить. При том, что это все в одностороннем порядке проводится, потому что мы знаем, что на Донбассе, например, войска никто не отводил. Да, гражданское общество, которое выводило массовые протесты. Кстати, мы проводили еще акцию, что никакой Нормандии без Крыма. Помнишь, мы под посольствами стояли, там у нас еще столкновения были с правоохранителями, под российским посольством стояли, да и не только, и под офисом президента, где пытались объяснить, что Крым должен звучать везде. Так это ж мы не от хорошей жизни там стоим, потому что власть нигде, ни на каком официальном уровне не декларирует о том, что она вообще собирается этой повесткой заниматься. То есть под нашим давлением они иногда что-то булькнут в информационном пространстве, но никаких реальных действий не видно. А тут телеканал АТР, как для них как гиря на ноге, как обуза, на которую надо выделить деньги. А зачем? У них есть куда тратить деньги, они, ты видишь, увеличивают на кортежи обслуживания президента. Кстати, увеличили. Он, по-моему, единственный президент. Даже Янукович только не выделял средств на содержание своего аппарата. Но я думаю, знаешь, Мирослав, что тут вопрос все-таки не в деньгах. Просто сумма для бюджета смешная, для телеканала смешная. Вопрос не в деньгах, конечно. Да. Вопрос не в деньгах. Просто я тебе говорю, что даже бесплатные, казалось бы, элементарные вещи на уровне заявлений, которые ничего не требуют, усилий вообще никаких, они даже этого не делают. А здесь уже нужно какие-то действия. Поэтому я думаю, что, возможно, мы, понимаешь, если мы сейчас придем в офис президента и скажем, а у вас есть преднамеренная политика не замечать Крым? Есть договоренности какие-то? Вы специально Крым не упоминаете практически серьезно где? Где резолюции по Крыму от нынешней власти? Где заявления об этом? Да в том же нормандском формате. Нету. Так они тебе сразу ответят, нет, мы за Крым, мы за мир и все. То есть мы же даже вынудили несколько раз Зеленского произнести, что Россия — это враг, это буквально агрессор. Это через силу было. Это 2 года президентства, на 1 раз там или 2 слышали от президента. При том, что у нас каждую неделю есть раненые или погибшие на фронте, даже в этом году. Каждый день, каждую неделю есть обстрелы. И, казалось бы, президент Зеленский должен был каждый день выходить на международные площадки и говорить: Россия агрессор, Россия бомбит. Но этого нету. Но мы же судим, Мирослав, вот мы лично судим по делам. По словам, от слов я устал. Мне твердили много лет Крымца Украина. Сейчас твердят в дополнение Крымская платформа. С чем на этой платформе? С гробом крымско-татарского телеканала приезжать? С катафалком для жителей Крыма, с информационным? Вообще, то есть это настолько
нестыкуемые вещи, что я склоняюсь вот больше уже к твоей точке зрения, что это целенаправленно, это не про деньги. Потому что, значит, действительно, я вот не знал о переговорах там с Козаком каких-то, о чем ты говорил, да? Ну, как видел, они ездили, Козак ездил к Меркель. Ермак ездил. Ну да, я понял, о чем ты говоришь. Ну, то есть, да, то есть есть ощущение, что нам что-то не договаривают по этому поводу, Ну, потому что... Какие-то переговоры ведутся, а мы не в курсе. И поэтому я об этом говорю. Понимаешь? То есть, с одной стороны, вроде бы там позитив, да, там закрывают каналы Медведчука, Да, правильно? да. А с другой стороны, Татаров продолжает работать в офисе президента, министр Янукович, который виноват в смертях Майдана. Понимаешь, есть, с одной стороны, нам говорят, что мы будем там преследовать шария, а с другой стороны, у нас продолжается закупка и увеличивается закупка электроэнергии из России. Но ты понимаешь, что покупать электроэнергию из России без сепаратных договоренностей невозможно. Это должны быть договоренности на государственном уровне. Это не просто договоренности между хозяйственными субъектами. Я вообще не понимаю, зачем. У нас Украина производит столько энергии, что еще на все страны Балтии может хватить. Поэтому они, с одной стороны, нам машут белой тряпочкой или, там, да, или красной тряпочкой, чтобы мы отвлекались, там, условно говоря, на то закрытие канала, на какое-то заявление, а с другой стороны спокойно увеличивают. Ты видел, что в Россию продали на развлекательное шоу Зеленского на один из каналов? Нет. Не видел? Нет. Ну вот посмотри, есть, ты запросто в СМИ увидишь. То есть у нас происходит торговля с Российской Федерацией абсолютно спокойно. То есть мы на словах, может, иногда что-то и скажем, что они агрессор, но на деле у нас увеличивается товарооборот. Ну вот и все. Поэтому тут большой вопрос, вообще заинтересованы ли они в существовании телеканала АТР. И каждый день можно услышать, что Путин враг, і Росія окупант і анексувала Крим. Чохсагол нас, пане Мирослав. Дякую, Дякуємо дуже. Дякую. Мирослав Гая, військовий експерт, керівник благодійної організації «Фонд Мир и Ко» був з нами на прямому зв'язку. Ну, а пока мы ждем следующее подключение. Айдар, это же действительно не впервые в нашей студии вот звучит вот этот тезис. Я, конечно, не хочу вдаваться в какую-то конспирологию, но уже многие эксперты, политики, которые включаются к нам в эфир, говорят о том, что АТР мог стать таким элементом торга в рамках каких-то переговоров. Потому что разрыв логики. Потому что если бы Зеленский, говоря про крымскую платформу, про поддержку крымских татар и так далее, логично делать, но если я беру телефон, тогда я набираю номер, я им не орехи колю, да? Вот, то есть какие-то вещи, которые одна из другой следуют, да? А здесь слова совершенно оторваны от дел. И когда люди начинают анализировать, любой человек начинает анализировать, что специально деньги перекодированы. Все прекрасно знали, на что они должны пойти. Придумывают конкурсы на то, что нельзя выпускать на конкурс. Да? Врут и врут и врут. Значит, уже все отказались от этого конкурса, приличные люди. Уже просто все зашкварено, обзашкварено. все. Просто позор. Европейцы пишут прямым текстом. И смотри, и несмотря на все это, то есть, значит, страх перед русскими, перед какими-то, можно предположить, перед тайными договоренностями с русскими, страх нарушить их, что типа АТР раздражает, вот сначала закройте АТР. Это прекрасное украинское слово «не дратувати оккупанта». Ну да, то есть вот настолько, видимо, я опять предполагаю, да, вот то, что говорил Мирослав, если это тайная договоренность, и мы часть каких-то предварительных условий по дальнейшему продвижению, что заткните этот экстремистский канал, который нам мешает тут, да, в Крыму, а мы дико мешаем, вот. Значит, а потом будем говорить про другие темы. Тут как раз вот это предположение, оно эту логику устраивает. Потому что ни деньги не серьезные для бюджета, никаких препятствий нет. Все годы давали, законы не все то же самое, но что-то пошло не так. И вот это что-то не так, этот вакуум смысла, вакуум логики, он заполняется предположениями о том, что есть тайные протоколы какие-то, ну, безусловно, не протоколы, но какой-то пакт тайный, какие-то условия шагов на встречу типа России, нарушение которого, этого пакта, для кого-то в нынешней власти страшнее, чем ответственность перед западными партнерами, которые нас в ЕС принимают, да, и говорят, ну давайте выполняйте вот эти условия, и четко пишут про АТР, про все. Ну и о чем потом говорить на крымской платформе? Да, просто на весах, когда это взвешиваешь, да, ты понимаешь, они не дают ни копейки в бюджете ни на обустройство переселенцев из Крыма, ни на канал АТР в итоге, значит, ни на что. Но это не может быть просто так, вот от нежелания, да, они в бюджете деньги есть, они просто лежат в коробке, их просто нам не отдают, чтобы мы сдохли, короче говоря, перестали вещать, да.
С нами Вот. сейчас на прямой связи Америка, политический обозреватель Андрей Андреевич Пиантковский с нами сейчас на прямой связи. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Айдара. Добрый вечер. Вы слышали, да, мой спич Да, про логику? Да. я в курсе этой ситуации. Да, что скажете? Ну, еще несколько дней казалось, что президент Зеленский окончательно перешел на сторону добра и на правильную сторону истории. Закрытие 3 геббельских каналов, воюющих против фашизма стране, это первый серьезный контрудар в гибридной войне, которая продолжается уже 7 лет. И наряду с этим вдруг попытка закрыть крымский татарский канал, который, кроме информационной составляющей, носит громадную символическую политическую ценность. Пока ваш канал работает, Крым остается украинским. Вот почему-то именно это и вызывает, наверное, ненависть Кремля. И вот соображения, которые высказал Айдар, они вообще заслуживают очень серьезного рассмотрения. Тем более, что пока главой администрации остается кремлевский агент Ермак, оперативная кличка Козырь. Таких фокусов вполне можно ожидать. Подождите, я впервые слышу про оперативную кличку, про все это самое. А мотивируйте, откуда вы это все знаете? Это известно, это уже достаточно давно известно. Ну, посмотрите того же генерала СВР. Ну, кличка можно впервые слышать, а действия Ермака с первого протокола, подписанным своим куратором Сурковым еще в июле 2019 года и до марта, когда он подписал с Козыком документ о консультативном совете РДО. И это все предательские действия, направленные на реализацию кремлевского плана легализовать в украинском политическом правовом поле свой военно-террористический плацдарм. Ну, смотрите, Андрей Андреевич, во-первых, ничего этого не получилось в итоге, да, в любом случае. Во-вторых, почему вы усматриваете связь между Ермаком, там, кем бы он ни был, да, и историей с АТР? Формально здесь офис президента никак не задействован, да, это правительственные чиновники, там, министр, там, вице-премьер и так далее. Почему вы проводите связь с Ермаком? Какие у вас причины так говорить? По вашему каналу вы сами только сейчас убедительно нам рассказали, что вопрос вашего канала – это вопрос политический. И два крупнейших политика, наиболее влиятельных, занимающих крупнейшие должности в Украине сегодня – это Зеленский и Ермак. Ну, можно еще добавить, если говорить о влиянии личного Зеленского, можно еще добавить Коломойского. Так что этот вопрос наверняка решался именно внутри этой тройки. Ну а как коррелируются тогда вот эти вещи? А вот то, что вы отметили выше, с одной стороны, Зеленский закрывает каналы кремлевских вурдалаков, с другой стороны, пытается закрыть телеканал АТР, Министерство реинтеграции по вопросам внимания временно оккупированных территорий. С другой стороны, они говорят о создании крымской платформы. Ну что это, если не диссонанс? Ну, власть киевская, она неоднородна. В ней есть люди, вот, которых я давно называю во всех своих передачах на Украину коллективным Маннергеймом, сопротивляющимся агрессии. Это министр иностранных дел Кулеба, это секретарь безопасности Данилин, это вице-премьер Резников. У вот этих людей всегда была твердая патриотическая позиция. А есть люди, которых я упомянул, Ермак, Коломойский, масса других. Вот, Андрей Андреевич, а вы знаете, что как раз названный вами вице-премьер Резников как раз и отобрал деньги у АТР, перекодировал их внутри министерства с субсидии на услуги министерству. Прекрасно знаю, что основные наши расходы это никакие не снятие роликов в Крымце Украина, а трансляции через спутники, аренда помещения за оборудование. И мы не можем. То есть физически он подписал нам приговор, именно тот человек, которого вы назвали. Вот это его имя там, собственно, единственное, которое мы знаем в принятии решений. Мне он известен по своей политике
взаимоотношения с Россией и введением переговоров в так называемом нормандском и минском формате. Если он принял, еще раз, вы же сами все это объяснили, что это возможный компромисс внутри власти, власть, которая неоднородна. Но еще вам скажу интересные вещи. Просто я так понимаю, что вы не пристально анализируете, понятно, события в Украине. Это объяснимо, вы как бы не украинец. Но ситуация еще и в том, что то же самое министерство под руководством того же самого человека, значит, сейчас редактирует закон о коллаборационизме, о переходном правосудии он называется, да? Откуда? Это просто интервью самого господина Резникова. Откуда он гордится тем, что уберут понятие коллаборант вообще. Это первое. Это без деталей. Но говорят, что значит, то есть там вообще все другое, чем раньше было в этом законе. Юристы, которые разрабатывали, они в ужасе. Но я деталей просто не знаю. И самое главное еще, он объявил, что значит, это вообще для нас было шоком, что оккупанты, ну, население, которое приехало в Крым за период оккупации, может там оставаться. И после того, как Крым станет украинским. Привет! Мы приезжаем в Крым с Гульсум, а нас там уже 0,5%, да, по сравнению с тем, что было 15%, да, то есть они приехали и остались. Я ему как бы вот открыто писал, говорил, что это просто и иностранные люди не понимают, они говорят, это нарушение всех международных конвенций об оккупации. Что они пишут, что они говорят. Но если это не сдача национальных интересов Украины, ну, в моем понимании, тогда мне просто тогда, значит, разрыв логики у меня какой-то в голове. Может, я чего-то не понимаю, может, действительно так принято во всем мире приглашать оккупантов оставаться на оккупированных территориях. Ну, не знаю. Ну, знаете, раз вы такой замечательный украинец, а не украинцам и нечего здесь разговаривать, нет, то давайте... Вы меня не поняли, Андрей Андреевич. Вы меня не... Я же не упрек. Я говорю... Андрей Пьянковский меня не понял просто. Андрей Андреевич, вы совсем не поняли. Я просто сказал, что вы не украинцы, вы не обязаны за этим наблюдать внимательно. Поэтому я надеюсь, что наши редакторы с вами свяжутся и объяснят, что я никоим образом не хотел сказать, что вы не можете что-то говорить. Наоборот, нам интересно ваше мнение из-за океана, тем более вы в Америке живете. Это совсем было не про то. Вот. Ну, бывает, ничего страшного, бывают и такие казусы. Да, мы в любом случае свяжемся с ними, и наши гостевые редактора попробуют связать. Дуже дякуємо в любом случае. Чох саглас, Андрей Андреевич. Ну что ж, Айдер, нам, наверное, уже нужно прощаться, потому что нас ждет информационная программа «Заман», которая вот уже готова рассказать вам об основных новостях сегодняшнего дня. Далее мы продолжим в этой студии наш марафон. Коршкенч.